Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменения решение Киевского районного суда Симферополя в отношении содержания под стражей Ахтема Чийгоза. Он задержан по делу 26 февраля. Родственники уже не надеются на справедливое решение суда. Подробнее в сюжете. Замкнутый круг. Так защитой родственники Ахтема Чийгоза называют свои безуспешные попытки добиться в крымских судах освобождения Ахтема Чийгоза. Сегодня Верховный суд Крыма в очередной раз отклонил апелляционную жалобу адвоката зампреда Меджлиса на продление срока содержания под стражей до 19 ноября. К сожалению, ни один из доводов защиты принят судом не был, а их очень много. Это и национальные нормы права, и международные нормы права. Однако все у нас как замкнутый круг, продолжается все то же самое. Конечно, мы от себя зависящее будем все делать. Всего я, конечно, раскрывать не буду. Будем работать в этом направлении, что все-таки и общественность, как крымская, так и общественность за рубежом, все-таки видела, насколько все предвзято, насколько все плачевно, да, в этой судебной системе, насколько судьи зависят от власти. Общественно-политическая деятельность, контакты с лицами, ведущими антироссийскую пропаганду, возможность влияния на свидетелей, возможное бегство. Такими аргументами сегодня апеллирует сторона обвинения. То, что пишет в доводах оказание давления на свидетелей с моей стороны, я сегодня убедился, как на участников митинга тоже следствие оказывает давление, спекулируя малолетними детьми, предлагает написать на меня доносы, чтобы их выпустить до суда. И неужели судья не видит все это в материалах дела и выносит ему приговор на продление? На что мне рассчитано? 70 лет нас судят. И, к сожалению, никаких изменений не вижу. Находиться на митинге и заявлять о своих правах – это право каждого человека. Это прописано во всех международных нормах, и в том числе в Конституции Российской Федерации. Сейчас рассчитывать на какое-то другое решение мы сейчас не можем. В справедливость, в законность, такие принципы сейчас, к сожалению, у нас отсутствуют. Условия его содержания на сегодняшний день и те условия, в которых он находится в суде, ему даже воды не дали сегодня по нашей просьбе адвоката, только после скажем, таких наших эмоциональных каких-то высказываний ему разрешили выпить один глоток воды. Напомним, зампреду Меджлиса Ахтему Чийгозу инкриминируют статью 212, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Организация участия в массовых беспорядках», а именно участие и организацию митинга под стенами Крымского парламента 26 февраля прошлого года. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Айбике Усманова, Энвер Асанов, Заман, АТР.